Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Мужчина в вашей голове. Давайте посмотрим на его мысли, на его чувства и на его действия. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух обратитесь к нему и задайте ему свои вопросы. Что ты думаешь обо мне? Что ты чувствуешь ко мне? Ну и каких действий мне от тебя ждать? И пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие хорошие, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какой тут интересный мужчина, тяжелый мужчина, карьерист. Семерочка, он про себя говорит: да я крутой, да я успешный, да я успеха добьюсь, да я горы переверну, да я такой, я сякой, я прям подарок судьбы. У него завышенная самооценка. Либо он перед вами старается показать, что он очень видный, значимый, знаковый и статусный человек. На самом деле ему еще нужно эту гору перейти, чтобы семерку добыть на самом-то деле. Но в принципе, да, если он такой целеустремленный, он все сможет, либо у него получится. Характер, конечно, у него брутальный, если честно. Любит, знаете, там поприкидываться, поманипулировать, любит людей прогибать. И вас, наверное, не раз пытался прогнуть, вот чтобы вы под его дудку плясали. Но вы не такого, не робкого десятка девушка, да, вы за себя постоять можете. Вы манипуляторов просто вот на раз, два, три вычисляете и обламываете. То есть с вами шутки плохи. Он уже не раз почувствовал, как вы реально его обламывали, да, во всех его манипуляциях. И получается так, что он пытался вас прогнуть, но по итогу прогинался сам. Причем делал это с превеликим удовольствием. Да, вот настолько вы, гораздо круче, чем он, да, прям умеете, это ваша стихия. Вы такая: ага, хочешь поиграть? Давай, дружочек, мне тоже это интересно. И вот каждый раз, когда он начинал с вами играть, а начинал не раз, он всегда проигрывал. И причем проигрывал, и даже от этого получал удовольствие. У вас какая-то сила, знаете, вот нечеловеческая, хочется сказать, но сила при этом очень мягкая. Мягкая. Вот если бы я смотрела на Таро, то здесь вот вы — это маг. Маг, который играет, манипулирует, управляет, создает свои какие-то, знаете, эти миражи, да? Это вы. Это вы, это про вас. И тут мужчина просто в шоке. Насколько вы крутая, насколько вы умелая и насколько вы талантливая. Что он думает про вас? Он думает о том, что ему безумно повезло, что он счастливчик, что он вот этот самый главный выигрышный билетик себе урвал. Да? Что такая прекрасная женщина обратила на него внимание. Возможно, вам известно, возможно, нет, но все его знакомые мужчины, которые знакомы с вами, все ему завидуют. Завидуют, что такая женщина, как вы, рядом с ним. И очень многие говорят: вот как тебе, дурачку, повезло, что такая вот императрица, да, выбрала тебя. Ни кожи, ни рожи, да, она выбрала тебя. Как так, да, ты там смотри. Ты смотри, да, то уведут, заберут, а то она в тебе разочаруется. Ему это, конечно, очень льстит. И с одной стороны, да, это прям медалька ему на грудь. А с другой стороны, он начинает вас дико ревновать. То, что происходит у него сейчас в чувствах, это какая-то адская смесь. Здесь какая-то безумная ревность. У него глаза кровью наливаются. Я уж не знаю, кому он ревнует. Может быть, вы действительно очень общительная женщина, общительная девушка. И у вас большой круг знакомых мужчин, а может быть потому, что вот эти мужчины, друзья его, постоянно подливают масло в огонь и говорят, что вот он никакой, а вы прям шикарная, да, и что ему, дурачку, вот такое счастье выпало. И из-за этого он ревнует. Мне даже кажется, что он какие-то манипуляции делает. Допустим, он может
за вами следить, он может кого-то просить, чтобы за вами следили. И также он может устанавливать какие-то трекеры, допустим, да, отслеживать ваш маршрут. И также может даже прослушки какие-то ставить. Чтобы слушать, с кем вы говорите, о чем вы говорите. Себе он это объясняет, что он переживает о вашей безопасности. Но по факту он просто дико ревнует девочки. Это неуверенность, да, неуверенность в себе у него так проявляется, ревность очень сильная. И еще мне идет, что вы в последнее время, немножечко как-то в свои дела ушли, как дела своих подруг, в семейные какие-то дела. И вы ему не уделяете столько времени, сколько раньше. Либо, знаете, как сошлось, что у вас дела, у него дела, и не так часто получается общаться, переписываться, либо встречаться. И это тоже его очень сильно раздражает. Из-за этого он прям весь на нервах ходит, знаете, как ПМС у него какой-то, срывается там на своих знакомых, либо на работе на кого-то срывается. Есть такое. Ему кажется, что он вас теряет, ему кажется, что прям судьба разводит. На самом деле, я думаю, что ничего подобного нет. Просто, такие жизненные обстоятельства, да. Так все сложилось, что у вас дела, у него дела. И просто фактически, да, не хватает времени в сутках. Может быть, да, кстати, может быть, что вы его таким образом хотите проучить, либо хотите перевоспитать, да, лишая его общения с собой, ссылаясь на какую-то занятость. И он не совсем понимает, что вы его хотите проучить. Ему кажется, что вы от него просто отдаляетесь, что судьба уводит. Только не смейтесь, пожалуйста, но у кого-то точно отыграется, что мужчина в храм ходил. Ходил в храм, молился, свечу ставил, чтобы вы его не бросили, чтобы Боженька сделал чудо, чтобы вы его не бросили. Это не у всех, у кого-то одного мне идет, отыграется. Может, даже мужчина не самый верующий, да, не самый набожный, но прям в отчаянии он пошел в храм ставить свечу. Так, еще про его чувства. Страсти очень много, невероятно много страсти, и он как будто бы изголодался по вам, понимаете, то ли у вас еще ничего такого не было, да, интимного, и он такой: я не могу, я так ее хочу, либо у вас было, но не в тех количествах, наверное, правильно сказать, да, сколько бы ему хотелось, либо ему всегда вас мало, да, хочется еще и еще. У него какие-то постоянные навязчивые фантазии. Почему-то цветы, и вы в какой-то легкой одежде. Может, это какая-то ночная сорочка, либо какой-то пеньюар, может быть, какое-то красивое белье. Почему-то у него такая фантазия, что он вас на руки берет, и вы в его власти, и прям... И почему-то еще цветы мне идут. Может быть, это что-то из прошлого, да, какая-то была ситуация, где цветы, они приятно пахли, и у вас случился интим, да, близость случилась, и ему прям это все запало в память, и ему хочется это бесконечно повторять. Либо это его фантазия, он думает о вашей первой интимной близости, что обязательно должны быть цветы, и вы будете в этой красивой прозрачной и тоненькой одежде, и он вас хватит на руки, и понесет, и у вас все случится. Прям страсти, как, знаете, кран на все включили, и огонь, лава полилась, это именно его страсть. Мне кажется, что если у вас еще ничего не было, то он очень часто рукоблудством занимается, представляя вас, либо смотря на вашу фотографию. Девочки, это так стыдно мне об этом говорить. Ладно, раз информация идет, значит, вы должны об этом знать. Если вы переживаете, что у вас ничего не было, а он очень сексуально активный мужчина, что он изменяет, либо с какими-то другими женщинами выпускает пар, на самом деле нет. Скорее всего, сам с собой, представляя вас. Чтобы вы не ревновали, наверное, либо не сомневались в нем. Даже если вы ведете интимную жизнь, то, возможно, ему действительно не хватает, а вы, например, не сильно его в этом поощряете, и он догоняется сам с собой.
Но опять же, представляя вас, либо смотря на вашу фотографию. Вы меня извините, но вот идет такая информация, что я могу поделать, что я могу поделать. Так, про любовь теперь поговорим. Есть ли у него к вам любовь? Ну, на самом деле он любовь отрицает. Он считает, что любви не существует, что это все такое, знаете, там придуманное, навязанное, наигранное. Вот. Что существует, это когда люди подходят друг к другу, да, по характеру подходят, по образу, ритму жизни, и когда людям комфортно вместе, да, вот в это он верит. Но на самом деле то, что он к вам испытывает, оно, в принципе, по факту любовь и называется. Его любовь, она очень такая скрытная какая-то, либо он ее глубоко прячет. Может быть, он считает, что любовь – это как уязвимость человека. Вот кто любит и открыто признает любовь, он становится уязвимым. Ему либо очень сложно говорить о любви, да, потому что он считает, что слабость. Мной будут пользоваться, когда я скажу, что я люблю. Либо человек, наоборот, может очень много говорить о любви, а сам думает, ага, это типа ерунда, это не любовь, это типа привязка. Вот, то есть это как две крайности мне показаны. У кого-то так, у кого-то по-другому. Возможно, вы сомневаетесь в его любви, потому что он ее как-то не так проявляет, как бы вам хотелось, либо как вы ее проявляете. Вот так он умеет любить. Либо на такую любовь он только лишь способен. Возможно, он только лишь в процессе становления. И дальше любви будет становиться все больше и больше. Больше будет отдача идти, больше нежность будет идти. То есть у кого-то еще и так может отыграться. Так, что касается его действий. Действий я вижу много. Во-первых, разговор идет. Разговор, может, звонок от него будет, может, лично как-то к вам подъедет. Разговор какой-то непродолжительный, ему нужно, либо важно с вами на что-то договориться, там, на встречу, на поездку, на какое-то совместное мероприятие, чтобы вы вместе пошли. Вот. И второй момент показан в его действиях – это вас на что-то склонить, к чему-то подвести. Если не было интима, то будет склонять на интим. Если интим уже был, то будет склонять вас на какую-то совместную, совместно жить, да, либо совместно куда-то поехать и там пару дней провести. Вот на это будет склонять. Ему прям очень хочется, ему очень сильно не хватает. Вообще он не может трезво думать, потому что весь вот этот тестостерон ему в голову бьет, да, и как мозги переместились туда, пониже пояса. Вот. Вообще, что с вами делать, он не совсем хорошо понимает, потому что как будто бы вы предугадываете, либо просчитываете все его шаги наперед. А ему очень хочется вас восхищать, удивлять, шокировать хочется. Хочется видеть, как блестят ваши глаза, как вы от удивления открываете рот, как вы им восхищаетесь. Вот ему прям это просто необходимо. Необходимо и все. Я не могу понять для чего, но вот необходимо. И еще в его действиях какие-то деньги просматриваются. Деньги, потратить на вас деньги, либо дать вам деньги. Может быть, у вас есть какая-то потребность в какой-то определенной сумме денег. И он такой думает, надо где-то раздобыть, да? Надо у кого-то, может, занять, перезанять, если у него нет. Если есть, то снять со счета и эти деньги вам дать. Либо, может быть, вы ему говорили, что вот она уже там осенью, похолодала, мне там сапожки нужны, мне там плащик, либо курточка новая нужна, сумочка новая нужна. И он такой, так, сколько стоят сапоги, сколько нужно денег потратить. То есть, скорее всего, он об этом думает, и вот эта готовность, либо желание потратить на вас деньги. Я не могу сказать, что он жадный, либо щедрый, но в сегодняшнем дне у него есть какие-то проблемы с деньгами. То есть у него нет каких-то капиталов огромных, свободных, да, допустим, может и есть, но они не свободны, они там в бизнесе, в деле, где-то вложены. И вот он думает, где взять, сколько я могу потратить, опять же, чтобы не показаться скрягой, чтобы не показаться жадным, чтобы прям пустить пыль в глаза, как говорится, да, бисер перед вами рассыпать. Вот этого ему хочется. Но финансовое состояние, я так понимаю, не очень позволяет. Да, такие моменты показаны. Вообще ему хочется какой-то героический поступок для вас совершить. Да, вот прям спасти вас, защитить вас. Этот мужчина прям какой-то фантазер мне идет. Выдумщик, фантазер. Но в своих мечтах, в своих фантазиях он вас все время спасает.
он вас выручает, он вас там, не знаю, на руках носит. Это его фантазии. Ну, я так понимаю, у вас такой мужчина, что там не сильно соскучишься, да, и от него можно ждать чего угодно. В сегодняшнем дне вы для него под буквой А идете, то есть самая главная и важная женщина. Вы для него и страсть, и любовь, но и большой такой прям триггер по поводу ревности, да, очень сильно ревнует. Вот. Будет действовать, и будет действовать незаурядно, неординарно. Может быть, не все действия вам понравятся. Ну, что есть, то есть, мои хорошие. На этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.